Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и в этом видео я покажу, как делают в якутской деревне ту самую жирнющую, вкуснющую сметану, в которой ложка стоит. А еще мы заглянем в деревенский маслоцех и посмотрим на эту маслобойню, как там масло взбивается, какое оно желтое и вкусное. Вот, есть одна ремарка, ребят. Это видео было снято в 2021 году. Да, сейчас я нахожусь в Казахстане, в городе Алматы, но у меня очень ценный архив, который я вам неоднократно обещала показать. Поэтому этой зимой я объявляю временем для уютного просмотра моих деревенских видео, которые я сняла в предыдущие лета. Поэтому не обессудьте, не обижайтесь, что оно не супер актуальное, но я считаю, что жизнь в деревне никогда не теряет актуальности. Верно ведь? Ну все, приятного вам, уютного вам просмотра. Я остаюсь тоже с вами. Сколько лет сметану делаете? Уже давно. Мы в маслоцехе Окаёвочки. Здесь молоко, потом идет на пастеризацию. Как хорошо, кто рано встает, тому Бог дает. Ну, начнем, да? Да, давайте. Ну, давай. Сегодня встали очень рано. Здравствуйте, мы к вам приехали. Вот, чтобы снять, как делается сметана. Так, вот, нас уже ждут. Давайте познакомимся, как Я вас зовут. Семиградский Василий Алексеевич. Ага, очень приятно. Здешний. Сколько лет сметану делаете? Уже давно же. Я, когда пришел здесь 84-го, вот отсюда и начинаю. О, вот. До этого еще это там, дома. А, Я приезжий, конечно. откуда? Из Берии. Берия, Ага. это же рядышком. Ага. Ну как рядышком? Ну, Хорошо. начнем, да? Да, давайте. Ну, давай. Обычно делаем вот так, по одной, да? Я по-быстрому делаю вот так. Все. И вот так делаю. Быстро делаю, собираю. У меня же все привычно. Рука поставлена, да? Ага, все поставлено. Прямо здесь. Ключи возьму и затягиваю, чтобы резинка молоко отсюда и вышло. Вот отсюда идет сметана, отсюда идет молоко. Процесс идет внутри. Так, собираю вот так. С этой стороны молоко идет, с этой стороны сметана идет, потому что сверху вот отсюда брызгает. Так, вот так делаем. И по полбок поставим, чтобы слишком много молока не пошло. Вот так. Делаем. Я уже это молоко почистил. А молоко должно быть какое? Вчерашнее? Нет, сегодняшнее только парное молоко. А, парное. Ага. Вот только с коровы сегодня утром. Да. Ой, красота. Вот так разливаю. Сейчас включаю. И поставлю вот это. Сметану. Расскажите, почему зимой не делают сметану, сепаратором не пользуются? Ну, коров уже надо отдыхать должно. Перед этим с телением, это телята будет, да, вот она и их отдыхает. Ну и, конечно, зима это слишком долгая, да, у нас холодная, поэтому должна быть корова. Отдыхать должен. И корма-то у нас не такой уж, не летний такого, да, простой такой. Поэтому уже
не та молока будет. А вот из-за того, что этим летом был дым, вот как-то повлияло на количество молока, на качество молока? Ну, конечно. Ну, вот это не дым, это засуха же была. Да, засуха. Поэтому это молока немножко, это чуть-чуть поменьше стало, конечно. Не того качества. Чуть-чуть, и жира чуть-чуть меньше. Поэтому сметана меньше, чуть-чуть. Если там хорошо было бы, да, все полностью такая, да, зеленая, сочная трава была бы, о, тогда было много молока, много и все это должно быть. Вот Ясно. все. Для коровы что? У него как кормишь, так и дает. А масло вы заготавливаете на зиму много, да? Ну, для себя заготавливаем, а остатки тоже продаю. А сколько у вас коров? 5 коров. 5 коров. Ясно, хорошо. Мы же старые, поэтому не так уж много. Ага. А свинюшек не держите, только телят держите, да? Свиней не держите? Свиней нет. Что-то мне свиней не тянет. Понятно. Вот кур, этот, цыплят есть. Цыплят. Трое, по-моему. Ух ты! Это хатон, да? Чистенький такой, хорошенький. Ага, Светлый. светлый. Да, сколько? А зимой как отапливаете? Не холодно тут? Они сами не обтапливаются, вот так же. Этот тепло, ага, сами дают. этот. Хотели масло еще снять. Так, ну ладно. Хорошо, придется, наверное, в балаганах ехать. Там, ладно. Это маслоцех надо было сходить. Кстати, маслоцех. Уже закончили, по-моему. Да? Ага. По-моему, закончили. Сколько у вас внуков? У меня Ага. здесь сейчас 4. А вообще? Вообще пока 4. Все они здесь. Ага. Ясно. Ну ладно, дай бог вам здоровья. Тетя, пойдем? Ага. Спасибо. До свидания. До свидания. Какой добрый песик, да? Говорят, он боец. Боец? Ага. Бабушка сказала, чтобы Чубаку не брать, потому что у них там очень злой пес. Да. Вот это вот он. Ну, наверное, он чужих собак не любит. Да. Вот дождь прошел, да? И смотрите, что у нас с дорогой происходит. Вот такой вот ужас. Еле проехали, боялись застрять. Сейчас не знаю, проедем, нет? Здорово, мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже было интересно. Так, у меня такой деревенский лук. Как хорошо, кто рано встает, тому Бог дает. Браво. Здорово. Устал. Будут полвета. Видишь, в прошлом году поснимали, уже нас все знают. Уже нет такой настороженности. Когда снимаешь, когда незнакомые люди тебя снимают, особенно в деревнях, все очень осторожно относятся. А в этом году уже видели видео, которые мы снимали, и очень все улыбаются. Хотя в Якутии, да, люди очень суровые. Никто особо не улыбается, особо не общается. Вот. Ну, за исключением молодежи, наверное. Сейчас мы, получается, завоевали доверие в прошлом году. И вот. Все двери нам открыты. Да, мы в маслоцехе Окаемовские. Сейчас заходишь. Ой, запах молоком пахнет.
Это что такое? Здесь молоко, потом идет на пастеризацию молока. Пастеризация. Пастеризация. Бұл ана үн сылыдар. Үйденетті. Сылый бадам үйді сойып бұт үйде алалар болады. Тұрасылар. Онда бұл сылыда бұт манда. Әйні бұларды. Бүгін үйді тағая. Бұл хабар температура деп. Когда на градусах дойдет, он, наверное, теперь білген сапарде. Отынан да барар. Ручной дам. Средний союз. Тағынағы температура. Это маслобойка масла. Манна была булыстан тақсан сойтылды сөйге күтілді. Охлажденные сливки было. Можете запустить? Или уже все? Bu hamam mahullar. Да? Onu была kete hatta. Manlık. Ay kadar. Kıpsı bak bayağı. Курство. Onlar hazırlık. Sen sos koyacak. Уже ария koyacak herhalde. Adam bu ne yapayım? Ana renk aksan kaya. Arıyor bütün mustan.
После примерки тогда возьмем. Понятно. Мы сейчас договорились, что мы купим масло, целую коробку, 10 килограммов, да? Вот, большое масло. Пойдемте выберем масло. Да? Когда? Так, мы заходим в Булус, в хранилище. Вот. Да. Так. Ух ты. Здесь храним сливки. Это сливки храните, да? Тут уже... Уже Ой, пастеризованные сливки. тут где-то 0 градусов, да? Тут так прохладненько уже. Здесь вообще прохладно. О, тут минус точно. О, Света нету. света не- Лето. Это вот сегодня, Вчерашний. вчерашнее масло. А сколько часов тогда делается масло? Ой. 2, 3. 3 часа, да, примерно? Потом заливается, да? Мустугун, сайфылгын, тарагын. Просыга болны блади. Красота. Это билилер алины. Очень вкусно говорят. Мы себе будем, наверное. Акылахан барын ката. Себе хейди. Атанда 10 килолер атылды. Ага. 10 килолер атылды. Урдаран туру. Это 10, да? Так, сегодня у нас первый день, как мы вернулись после деревни. Петя покажет, как мы режем масло. Масло, которое это бочинское, мы его привезли в таком контейнере. Масло, которое купили в маслоцехе. Маслоцехе, да. Привезли вот в таком контейнере пенопластовом. Очень популярный в Якутии. Да, нам в Москву в таком отправляли мясо Так, иди сюда. зимой. Так, давай, ну вытаскивай. Мы его из морозилки в холодильник. Из морозилки перенесли в холодильник На ночь. на ночь. Сейчас будем. Видите, то же самое Каемовка, 20 августа. Вот. 11 дней назад его сделали. Так, и масло у нас. Да? Ну да, чуть-чуть подтаяло. Не камень, не мрамор уже. Ну, все равно твердый очень. Твердое. Надо было в комнату вынести. Ладно. Давай попробуем один кусочек для завтрака, а потом оставим. Вау, я никогда не покупала столько масла. На зиму хватит. Прием использовали еще наших прадедов. Вот так вот вытаскивать масло из коробки. А их научил Чингисхан. О, отлично же. Тогда полностью давай нарежем и закатаем Давай. после завтрака. Не, давай нарежем, потом покушаем. Просто чай уже налила. Ну, будем пить чай и резать масло. Давай так. Давай. Только проснулись. Пьем чай и режем масло. Покажи кружки. А, кружки, да, тоже якутские. Вот. Ой. Такой звук. Это да, священное животное в Якутии. Лошадь.
сколько граммов? 100, наверное, да? Не знаю. А, у меня же весы есть. Итого. 200 грамм, 198. А, вру. Да, 198. 198. 190. Вот по 200 граммов, да? По 200 грамм кусочки будем делать. Положи. Как в магазине делают. Побольше. Что? Побольше. Да, чтобы я... Чтобы подобнее было. Ага. Вот там есть еще... Подожди, я ее найду. Так. В общем, кусочек готов на зиму. Так красиво-красиво положим в морозилку. Камера. Поехал. Как там говорит режиссеры? Мотор, поехали. А, мотор снимай. Потому что он кричит, где мой массажист? Играем в Тетрис. Вот и пригодились навыки игры в Тетрис. И не знал, что солнце тут. Напротив света была. О, у нас тут карасики уже приготовленные. Супер. Поздравляю. Мы запаслись маслом. Ну, давай. Так, ну Ну как вам? Напишите в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, как в вашем регионе делают масло и вот эту вот густую жирнющую сметану. Также с сепаратором? Или, может, какие-то другие моменты есть? Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. И, как всегда, я отвечу всем в первый час после публикации. Ну и, конечно, после, если у меня будет время. Ну все, всех целую. Всем пока.